Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничными. Именно этими словами Фазиля Искандера было открыто мероприятие, посвященное подведению итогов работы фонда. И действительно, количество добрых дел, реализованных организацией во взаимодействии с неравнодушными людьми, сложно перечесть. За 5 лет работы благотворительный фонд оказал помощь почти 5500 нуждающимся и 94 организациям. Осуществлено 8 благотворительных проектов. На все эти цели израсходовано более 55 миллионов рублей. Учамчира ганахала, Тпарчал ганахала, Гагра, Гдота, Акытакураны. Ацхырара истаху хавайлар дарира чок. Амаз и халчазала, Апсны район Кораны, Харахавайлар, Рыбста зары дачапыт ейхандыз. Харахамиштах яйва ахучка, Рутаглазаш яхай бзехандыз ха, Убриза аусура халаганы, Хушук суйнус хала, Аба, Искин гипред как ацехи. С момента своего создания Международный фонд Апсны осуществляет проекты, направленные на сохранение традиций, решение вопросов демографии, репатриации, социальной сферы, а также экономики и инвестиций, культуры и просвещения, молодежной политики. Проведено порядка 10 круглых столов, конференций, международных форумов по актуальным вопросам, международных отношений, проблемам экономического развития, вопросам сохранения традиций и обычаев. Одним из самых важных направлений в своей работе представители фонда считают благотворительность. С 2015 года Международный фонд Апсны разработал и реализовал программы и проекты в социальной, гуманитарной и культурной сферах деятельности, среди которых 8 постоянных проектов. Первым и главным является Аниамалыки, который направлен на поддержку молодой мамы по уходу за малышом. Семье, имеющей ребенка в возрасте до 6 месяцев, фонд дарит набор, так называемый материнский пакет, который состоит из предметов и косметических средств, предназначенных для младенцев и их мам. За весь период существования проекта материнский пакет получили 3670 малышей. Сотрудники Международного фонда Апсны уверены, что счастливые люди рождаются в счастливых семьях. Поэтому работа организации в этом направлении очень важна. В рамках постоянного проекта АПИПШ оказывается помощь многодетным семьям. За годы существования фонд поддержал 29 таких семей. Особое внимание Апсны уделяет и постоянному проекту Агубзира, который направлен на решение вопросов здравоохранения и поддержку реабилитационных центров страны. За 5 лет было организовано 7 визитов детских врачей из города Ереван, в ходе которых бесплатно обследованы и проконсультированы более 600 детей. Операции и необходимое лечение получили 20 детей с диагнозом ДЦП и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И вот после операции, когда уже я видела, что дети, те, кто не ходил, делают шаги. Те, кто ходил, делал какие-то шаги, ходят лучше. Знаете, здесь не могу сказать, что переполняло какое-то чувство, но как-то ощущала себя, что вот, мы что-то мы сделали, мы что-то можем. Фонд Апсны – это множество неравнодушных людей, объединенных одной целью. На юбилее благотворительной организации присутствовали и друзья, те, кто на протяжении 5 лет оказывает всестороннюю поддержку. Им были вручены памятные подарки. Биофарм-компания с первого дня вместе с нами большую помощь оказывает по всем реабилитационным центрам, которые есть в Республике Абхазия. Спасибо вам за то, что у нас есть такие друзья, такие коллеги. Международный фонд Апсны был создан 12 февраля 2015 года. С этого дня сотрудники благотворительной организации пытаются помочь людям в решении жизненно важных проблем. А самая лучшая награда за работу – это счастливые улыбки на лицах детей. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.